Доброе утро! Вот и наступило утро среды, середина рабочей недели. Сегодня на календаре у нас 18 сентября, и во всем мире сегодня отмечается День памяти погибших мотоциклистов. Кроме этого, сегодня Всемирный день мониторинга качества воды. Вот, кстати, этому дню у нас будет посвящена отдельная тема. К нам придет в студию гость, представитель Роспотребнадзора Якутии, расскажет немножко о том, что же такое качество воды, как за ним следить, как происходит мониторинг качества воды и что можно считать качественной питьевой водой. Но это чуть позже, а пока давайте поговорим о погоде. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было от 0 до +3, днем +2, +6. В Заречье -1, +2, днем +4, +6. На юге республики -3, -2 утром, днем +2, +3. В Вилюйских улусах -8, 0, днем +7, +8. В Нижнеленске +1, +3, днем +6, +7. На западе -3, +1, днем +6, +8. В Колыме-Мандигирских улусах +5, +8, днем +7, +11. В Янских улусах +1, +3, +3, +9 будет днем. На северо-западе -1, +4, днем +3, +5. В Якутске в 6 утра температура воздуха +2 градуса, атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 4,9 метров в секунду. Днем ожидается +5, +7 и будет в течение дня идти небольшой дождь. Вот в Колыме-Мандигирских улусах, судя по всему, еще до сих пор продолжается определенное бабье лето. Зрители оттуда могут поделиться на наш WhatsApp сообщениями о том, как они встречают это бабье лето. 8 914 279 22 62 – это телефон для ваших WhatsApp сообщений. А, кстати, в Якутске сегодня пошел первый снег. Вот сейчас, когда ехал на работу, он такими уже хлопьями падал, завалил стекло лобовое машины. Достаточно уже так, зима близко, видимо, ну и прохладно. А сейчас хочется передать слово информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Владимир Путин назначил ответственного за ликвидацию последствий паводков. Так, Минстрой станет интегрирующим центром для решения этих вопросов. По словам президента, речь идет о подтоплениях в 7 регионах, сотнях домов, социальных объектов и тысячах людей в зоне ЧС. При ликвидации последствий паводков возникают десятки комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах в регионах, так и на уровне страны. Президент в ходе совещания заявил, что нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Второе по жилью. Это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача – оказать помощь быстро и эффективно. С учетом наступающих холодов, как можно оперативно решить проблемы с жильем. Между тем, жители нашего региона страдают от проблем, связанных с обмелением реки. В нашу редакцию обратились пассажиры, купившие билеты на судно «Механик Кулибин», чтобы добраться до Тикси.
Однако рейс находится под угрозой срыва. Его могут отменить из-за мелководья. Причиной того могут быть и габариты именно данного судна. По словам речников, пассажирские суда в Якутии в основном плоскодонные, поэтому могут без затруднений эксплуатироваться даже при обмелении. Тем не менее, такого мелководья на главной водной магистрали не было давно. Настоящий шок получили жители Жиганска. Там устье реки обмелело настолько, что если раньше через него переплавлялись исключительно на паромах и моторках, то теперь жители переходят устье пешком. Мы, коренные жители села Жиганск, не помним, чтобы на нашей великой реке Лени был такой большой спад воды. Очень много мели выступило до того, что даже наш маленький теплоход, который обслуживает трассу Якутск-Жиганск, теплоход Степан Аржаков, не может остановиться около села. Стал останавливаться буквально в 3 километрах от села. Еще большие неудобства, чем мы, жители районного центра, испытывают жители маленьких наших сел, где речки Бестяк, Бахнай и Кыстатем совсем пересохли. И это очень затрудняет перевоз до этих маленьких населенных пунктов продуктов питания. Наступает зима. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья, которые попали в программу этого года, подписывают соглашение на получение компенсации. В этом году они составляют более 50 тысяч рублей, а в следующем ожидается, что компенсации достигнут размера 73 тысяч рублей за квадратный метр, что будет соответствовать рыночной цене. В Якутске уже почти 50 собственников подписали эти соглашения. Фото общежития медколледжа Нерюнгри вызвали волну возмущения у пользователей соцсетей. Причиной стали недопустимые условия. В общежитии царит полная антисанитария. По сигналу учащихся активисты Общероссийского народного фронта посетили их места проживания и подтвердили: стоит устойчивый запах нечистот, нет ремонта, разбитые туалеты, свисающая проводка и так далее. При этом в общежитии проживают не только студенты, но и сторонние граждане, которые нередко нарушают социальные нормы. После такого общественники взяли его на контроль. А сейчас о спортивных событиях. Сборная Якутии вошла в топ-3 на Дальневосточных играх. Якутяне успешно выступили на первом межрегиональном фестивале «Дальневосточные игры», который прошел в рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке. В программе было 10 видов спорта, в 8 из которых Якутия представила своих спортсменов. По итогам игр команда нашего региона расположилась на 3-м призовом месте после команд Приморья и Бурятии. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо информационной службе канала «Якутия-24», а мы продолжаем. Вот еще из области новостей. С началом нового учебного года студенты всегда начинают переживать за получение справок для назначения социальной стипендии. Это очень важный атрибут вообще в целом стипендиального фонда студентов. Сегодня подать заявку на получение данной справки можно через «Мои документы». Сегодня при подаче заявления студентам не требуется даже выходить из дома. Получить государственную социальную помощь в виде государственной социальной стипендии может любой студент, соответствующий следующим требованиям. Первое – это обучение по очной форме в любом учебном заведении высшего или среднего специального образования. Второе – это если студент сам получил, либо если его члены семьи получили социальные меры поддержки в течение 1 календарного года, предшествующего подаче заявки. Подать заявление можно на портале yakutia.ru. Для этого требуется только подтвержденная учетная запись портала госуслуг. Для получения данной справки необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись любым доступным способом, такими как, например, с помощью сайта мобильного банка Сбербанка, Тинькофф банка, либо почты Банк России. Найти услугу на портале не составит труда. Она расположена на главной странице. Также от студента требуется минимум документов. При подаче заявления от студента требуется только предоставить скан паспорта со страницы о личности и прописке, а также справку с места учебы. После подачи заявления с заявителем свяжутся
через портал и назначат время для получения уже справки непосредственно в управлении социальной защиты. С данной справкой студент может уже обратиться в учебное заведение, чтобы ему назначили социальную стипендию. Данная услуга предоставляется бесплатно и осуществляется раз в год. Решение о предоставлении государственной услуги принимается управлением Министерства труда и социального развития республики не позднее 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. Спасибо нашим коллегам за столь полезную информацию. Мы продолжаем. Как я говорил в самом начале, у нас отмечается во всем мире Всемирный день мониторинга качества воды. И мы пригласили к нам в студию руководителя отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Анну Николаевну Румянцеву. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, что относится к понятию качества воды и как проводится этот мониторинг? Начало доброе утро всем телезрителям. Вообще управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия контролирует качество воды питьевой в республике и в городе Якутске предметно. Да. У нас должна быть качественная вода, то есть она должна быть безопасной по химическому составу, благоприятна по органолептическим своим свойствам и не иметь никаких вредных бактерий. В радиационном отношении тоже должна быть безопасной. Вот такая вода считается уже качественной и готовой для подачи населению. А вот какие параметры в первую очередь оцениваются? Органолептические, микробиологические, химические показатели, радиационные показатели, тоже радиологические и паразитологические. А вот как часто проводится мониторинг? Раз в неделю берется заброды, раз в месяц? У нас есть свой график, да, мы делаем мониторинг качества питьевой воды. У нас есть и ежеквартальные исследования, и раз в год, которые делаются, да, в течение года у нас по всей республике отбираются пробы на все химические показатели. Вообще у нас республика делает, наша лаборатория, 58 проб, исследований по химическому составу. И есть, кроме того, усиление наших мероприятий в период паводковых период. А вот как можно оценивать вообще в целом качество питьевой воды в республике, не отдельно взятых В республике, как показывает наш мониторинг, качество воды улучшилось, несомненно, да, в 3 раза улучшились показатели по химическому составу, у нас идут такие вот данные, и по микробиологическому составу тоже есть немножко улучшение. То есть, если у нас были показатели в прошлом году нестандартных проб, 30% по санитарно-химическим, то сейчас у нас уже 11%. А вот улучшение по какому показателю в первую очередь идет? В первую очередь у нас идет цветность, мутность, железо, такие показатели. Я так понимаю, что вы мониторите непосредственно воду, так называемую из-под крана. Да. А вот так вот просто из реки, допустим? Из реки тоже берем пробы. Она делается, скажем, в паводковый период чаще, то есть еженедельно практически мы брали пробы. А вообще у нас в течение года одна проба со всех районов, например, привозится и исследуется в нашей лаборатории в городе Якутске по всем показателям химическим. То есть Якутск в этом плане сейчас выглядит достаточно хорошо? Если говорить о городе Якутске, тут улучшение произошло значительное. То есть после ввода водочистных сооружений новых в прошлом году у нас качество воды улучшилось 5 раз по химическому составу, именно если говорить. То по микробиологическим составам, конечно, там есть у нас где-то в 1,5 раза улучшение. То есть данные водочистные сооружения показали свою эффективность. А по каким нормативам оценивается, я имею в виду, где можно почитать, какая норма воды питьевой должна быть? У нас есть санитарные правила и нормы, СНПИН питьевая вода 1074-01 2001 года. Там есть все требования, которые я сказала, да, по всем параметрам. Безусловно, в прошлом году жителей республики волновало качество воды в реке Вилюй после техногенной определенной аварии на руднике Алроса. Как сейчас можно оценивать, восстановилась ли река, как улучшились показатели качества воды в Вилюй? Безусловно, в прошлом году такая аварийная ситуация имела место быть. Нами был проведен обширный лабораторный мониторинг в период после аварийной ситуации. Сейчас мы продолжаем свой лабораторный мониторинг, и у нас есть свой план-график, по которому мы делаем исследования. Что показывает мониторинг в текущем году? Из более 100 проб, которые были исследованы, да, именно речной воды в бассейне реки Вилюй, там все равно у нас идет превышение. Порядка 40% проб не соответствует требованиям по железу. Также мы делаем исследования после водоочистки, и там тоже, конечно, есть нюансы. То есть 30% проб у нас пока не соответствует. То
есть существующие водочистные сооружения пока, к сожалению, не справляются. Да? По железу именно идет отклонение, по другим показателям у нас соответствует. А вот по железу это можно связать вот с той аварией или все-таки какие-то эти цифры ранее мониторились по железу именно в Бельве? В период аварии, конечно, было значительное колебание по взвешенным веществам, там доходило вот уже отклонение от нормы в десятки раз и более. По железу тоже были там 2-3 раза превышения, но по ряду исследований наших в течение последних 10 лет, скажем так, да, действительно превышение по железу наблюдались определенные периоды года. Это было, конечно, не всегда, но такие были отклонения тоже в течение периода. То есть железо там присутствует Присутствовало, часто, да, но должны же быть эффективные мероприятия по водоочистным сооружениям. Ну вот в настоящее время пока так. И вот в селе Харо у нас продолжается, значит, пока лабораторный мониторинг, введенные новые водоочистные станции, и пока вот доводится до показателей нормы. И тогда какие мероприятия в целом проводятся для улучшения качества питьевой воды? Для улучшения качества питьевой воды, как мы проводим? Мы же надзорный орган, поэтому, конечно, мы осуществляем проверки. За 2018-2019 год у нас проведено более 100 проверок. В прошлом году мы провели плановую проверку в отношении акционерного общества «Водоканал». Там тоже у нас были, конечно, и штрафные санкции и так далее. А сейчас тоже была в этом году проверка внеплановая по исполнению предписания. Значит, общая сумма всех наложенных штрафов по республике где-то около 500 000 рублей за 2018-2019 годы. Ну и, конечно, мы по жалобам тоже выходим на проверки, исследуем качество воды, и если там у нас идут отклонения, мы, значит, принимаем административные меры. А если я, допустим, хочу просто воду перенести на анализ, предположим, мне куда можно обратиться? Вот хочу проверить. Воду на анализ можно принести, значит, по Петра Алексеева 60/2, там у нас есть лаборатория, принимает анализ, если есть, конечно, основания, можно принести заявление в Роспотребнадзор на Аюнского 9 и оставить там, и мы можем написать предписание в рамках госзадания, это будет исследована данная вода. Кстати, еще хочу по мерам дополнить, да, что у нас есть теперь национальный проект «Экология», в рамках которого мы реализуем региональную программу Республики Саха-Якутия по обеспечению гарантированной качественной водой населения именно в городских поселениях. Также мы должны увеличить долю населения, обеспеченной качественной питьевой водой, и вообще в целом населения тоже. Да. В рамках данной программы заложены большие средства, то есть федеральный бюджет, республиканского бюджета, и мы участвуем в отборе муниципальных образований для реализации данной программы. Спасибо большое, Анна Николаевна, что подошли к нам в студию. Хочу напомнить, что у нас в студии была гостья Румянцева Анна Николаевна, начальник отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Мы говорили о мониторинге качества воды. Кто не успел посмотреть наш эфир, можете посмотреть его на канале YouTube «Утро НВК» за сегодняшнюю дату. А мы продолжаем. Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов основного госэкзамена на 2020 год. Это тот экзамен, который сдают выпускники 9 класса. Что нового? В целом задания стали более практичными. Упор делается на проверку таких умений и навыков, как поиск информации, анализ, умение аргументировать свою точку зрения и рассуждать. В ОГЭ 2020 по русскому языку количество заданий сократилось с 15 до 9. Изложение, это задание номер 1, теперь можно писать в любом из нескольких предложенных жанров. Путевые заметки, записки, очерк, рецензия или дневник. Экзамен предполагает и выполнение различных видов анализа языкового материала. Для этого во второй части работы 7 заданий, 4 на проверку орфографии, пунктуации, грамматики и 3 на анализ глубины и точности понимания содержания текста. В экзаменационные материалы по математике включен новый блок практикоориентированных заданий. Это задания с 1 по 5. Есть новинки и по обществознанию. Количество заданий сокращено с 31 до 24, причем большинство из них теперь требует анализа практических ситуаций, умение выражать свое мнение с опорой на факты, личный опыт. Для экзамена по истории на 2020 год разработчики предлагают только одну модель материалов, соответствующую линейной системе изучения истории на основе историко-культурного стандарта единого учебника. Появились новые задания для работы с исторической картой. Выделен блок заданий, проверяющий знания истории и культуры. Настоящий прорыв на химии и физике. Теперь обязательной частью экзамена будет реальный эксперимент. По химии, например, это 2 задания. 23-е, где нужно выбрать 2 вещества, взаимодействие с которыми отражает химические свойства третьего вещества, указанного в условии, и проведение 2 реакций
по составленным уравнениям. Отметим, что речь пока идет о проектах экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года Рособорнадзор публикует их для экспертного обсуждения, а также для того, чтобы выпускники 9 классов и их учителя могли примерно понимать, что их ждет на экзаменах в новом учебном году. Обсуждение проектов КИМ ОГЭ-2020 продлится до 1 октября 2019 года. Так что есть еще время, 2 недели, обсудить, что нас предстоит. Послен клубненосный. Задумались, о каком цветке идет речь или о каком-то декоративном растении? На самом деле все просто. Это картошка. Копали и копают ее до сих пор некоторые на своих приусадебных участках. У кого-то большой урожай, у кого-то что посадили, то и собрали. Но, тем не менее, картошка остается лидером по собираемости. Так, кстати, в Китае он на 1-м месте, а Россия и Индия, они идут с отставанием на 2-м и 3-м месте. А по производству картошки на душу населения лидирует Беларусь. Картошке посвящен наш следующий сюжет. Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад. В то время индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Однако на протяжении всего 17 века массового распространения в России картофель так и не получил. Помимо культурно-религиозных причин, довольно частые случаи отравления плодами чертова яблока также приводили к тому, что в массе своей крестьянское население России новый овощ долго не принимало. 26 августа 1770 году в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Примечание о картофеле». Впервые название «картофель» ввел в русскую речь ученый-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде, а не на клумбах, положив тем самым начало массовому распространению на Руси. В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное ведение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытости, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии, в Прибалтике. Производство картофеля из года в год росло, а назначение и использование становилось более широким и разнообразным. Не зря сегодня нередко картофель называют вторым хлебом. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Новый день продолжает вас радовать новыми интересными событиями, информацией. И в целом, я думаю, что вам будет интересно еще дальше, потому что мы поговорим о финансовой грамотности с гостем нашей студии. Это Айталина Федорова, руководитель проекта «Фабрика предпринимательства Якутск», консультант по финансовой грамотности проекта Минфина ваши-финансы.рф. Доброе утро, Айталина. Ну и первый же вопрос, почему вот сейчас тема финансовой грамотности, она выходит на первое место и становится очень актуальным? Доброе утро. В России по состоянию на 1 июля 2019 года 9 миллионов с лишним россиян, то есть 16% от всех кредитующихся россиян, имеют долговую нагрузку выше 50%. Это очень высокая долговая нагрузка. Также высокими темпами впервые с 2013 года потребительское кредитование опережает рост рынка ипотечного кредитования. Это говорит о том, что население уже кредитуется больше не на улучшение жилищных условий или повышение благосостояния, да, а рефинансирует уже действующие свои потребительские кредиты. Вот. И одним из методов решения этой проблемы является повышение финансовой грамотности населения. Вот как можно повышать финансовую грамотность, на что, возможно, населению необходимо обращать внимание? Есть ряд простых правил, которые хорошо бы всем соблюдать.
Ну, в первую очередь это необходимо вести учет доходов и расходов семейного бюджета. Сам по себе факт ведения учета уже дисциплинирует человека, предостерегает от спонтанных покупок и видит, какие статьи затрат у него больше всего в месяц идут, и позволяет сокращать эти затраты. Да? Во-вторых, необходимо человеку иметь на непредвиденные жизненные ситуации резерв, скажем, финансовую подушку. Да? Размер этой подушки должен составлять где-то 3 или 6, суммы 3 или 6 месячных расходов семьи. Вот. В-третьих, необходимо, конечно, если кредитоваться, то воздерживаться от потребительских кредитов и стараться получать именно целевые кредиты, да, то есть это ипотечное кредитование, льготное автокредитование, да, образовательные кредиты. И необходимо отслеживать, какие государственные льготные программы кредитования действуют на этот момент. Вот. Ну и, конечно, необходимо соблюдать, чтобы уровень долговой нагрузки не превышал 25% от дохода семьи, от месячного дохода семьи. Да? Ну и в-пятых, конечно, нужно избегать финансовых пирамид. Вот, кстати, о финансовых пирамидах, да, прошлый год, наверное, новостная лента только пестрила. Там развалилось, там Кэшбери, тут Макси Райс, да, огромные очереди людей, требующих вернуть свои средства. Этот год тоже не исключение, тоже новые пирамиды, люди все равно продолжают вступать. Почему это происходит и как определить то, что этот финансовый институт – это финансовая пирамида? Но, к сожалению, это так. Знаете почему? Потому что люди просто хотят верить, и верят они в чудо. Да? Мошенники делают упор именно ставку на мечту. Финансовые пирамиды обещают достижение заветной мечты, например, покупку квартиры, машины, какой-то роскошной жизни. Да? Но, к сожалению, этого, конечно, не происходит. Вот. Какие признаки финансовой пирамиды можно озвучить? Это, конечно, в первую очередь отсутствие лицензии ФСФР или Банка России. Наличие лицензии можно проверить, кстати, на сайте Банка России, cbr.ru. Во-вторых, это, конечно, обещание высокой доходности, более высокой доходности, чем это традиционно на рынке под банковским депозитом. Да? Ну и, конечно, отсутствие очевидной экономической деятельности, которая обеспечивает такую высокую доходность инвестиций. И, конечно же, человек, если присмотреться внимательно, человек понимает, что высокую доходность обеспечивает вклады следующих вступающих в эту пирамиду участников. Да? Вот. И, конечно, все эти признаки финансовой пирамиды также можно посмотреть на сайте Центробанка России. Глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев часто говорит, что надо финансовую грамотность прививать с малых лет. И вы как раз являетесь здесь руководителем проекта «Фабрика предпринимательства Якутска». Что это такое и как вы работаете с детьми? До подросткового возраста дети зеркалят экономическое поведение родителей. Поэтому родителям, конечно, в первую очередь нужно присмотреться к собственной финансовой грамотности, к своему поведению, да? Стараться воздерживаться от спонтанных покупок, скажем, рассказывать ребенку, к чему призывает эта реклама, например. Да? Также очень полезно с ребенком играть в экономические игры, монополии, например, или денежный поток. Да? Вот. Ну и, конечно, на наших курсах фабрики предпринимательства мы первым модулем идет именно обучение лидерским компетенциям. Это целеполагание, лидерство, тайм-менеджмент и финансовая грамотность. И чтобы обучение проходило более эффективно, мы для родителей также организуем онлайн-курс, а также проводим беседы по финансовой грамотности. Спасибо большое, Талина, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать нашим гражданам, чтобы они не попадали ни в какие финансовые пирамиды и чтобы повышали свою финансовую грамотность для улучшения благополучия. А пока реклама. Спасибо.
Быстро пролетела реклама, а мы продолжаем. Доброе утро, всем хорошего настроения. Новый день на канале НВК Саха. Сегодня среда, 18 сентября. И пришло время передать слово информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Владимир Путин назначил ответственного за ликвидацию последствий паводков. Так, Минстрой станет интегрирующим центром для решения этих вопросов. По словам президента, речь идет о подтоплениях в 7 регионах, сотнях домов, социальных объектов и тысячах людей в зоне ЧС. При ликвидации последствий паводков возникают десятки комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах в регионах, так и на уровне страны. Президент в ходе совещания заявил, что нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги. Знать, куда обратиться. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Второе по жилью. Это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача оказать помощь быстро и эффективно. С учетом наступающих холодов, как можно оперативно решить проблемы с жильем. Между тем, жители нашего региона страдают от проблем, связанных с обмелением реки. В нашу редакцию обратились пассажиры, купившие билеты на судно «Механик Кулибин», чтобы добраться до Тикси. Однако рейс находится под угрозой срыва. Его могут отменить из-за мелководья. Причиной того могут быть и габариты именно данного судна. По словам речников, пассажирские суда в Якутии в основном плоскодонные, поэтому могут без затруднений эксплуатироваться даже при обмелении. Тем не менее, такого мелководья на главной водной магистрали не было давно. Настоящий шок получили жители Жиганска. Там устье реки обмелело настолько, что если раньше через него переплавлялись исключительно на паромах и моторках, то теперь жители переходят устье пешком. Мы, коренные жители села Жиганск, не помним, чтобы на нашей великой реке Лени был такой большой спад воды. Очень много мели выступило до того, что даже наш маленький теплоход, который обслуживает трассу Якутск-Жиганск, теплоход Степан Аржаков, не может остановиться около села. Стал останавливаться буквально в 3 километрах от села. Еще большие неудобства, чем мы, жители районного центра, испытывают жители маленьких наших сел, где речки Вестяк, Бахнай и Кыстатым совсем пересохли. И это очень затрудняет перевоз до этих маленьких населенных пунктов продуктов питания. Наступает зима. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья, которые попали в программу этого года, подписывают соглашение на получение компенсации. В этом году они составляют более 50 тысяч рублей, а в следующем ожидается, что компенсации достигнут размера 73 тысяч рублей за квадратный метр, что будет соответствовать рыночной цене. В Якутске уже почти 50 собственников подписали эти соглашения. Фото общежития медколледжа Нерюнгри вызвали волну возмущения у пользователей соцсетей. Причиной стали недопустимые условия. В общежитии царит полная антисанитария. По сигналу учащихся активисты Общероссийского народного фронта посетили их места проживания и подтвердили: стоит устойчивый запах нечистот, нет ремонта, разбитые туалеты, свисающая проводка и так далее. При этом в общежитии проживают не только студенты, но и сторонние граждане, которые нередко нарушают социальные нормы. После такого общественники взяли его на контроль.
А сейчас о спортивных событиях. Сборная Якутии вошла в топ-3 на Дальневосточных играх. Якутяне успешно выступили на первом межрегиональном фестивале «Дальневосточные игры», который прошел в рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке. В программе было 10 видов спорта, в 8 из которых Якутия представила своих спортсменов. По итогам игр команда нашего региона расположилась на 3-м призовом месте после команд Приморья и Бурятии. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Доброе утро. Спасибо нашей информационной службе канала за оперативные новости. Мы продолжаем. И у нас в студии творческие гости. Это Дмитрий Потапов, он певец, и Егор Ефимов, музыкант, который играет на пианино. И они готовят интересный концерт, который пройдет сегодня в формате 1+1. Что это за концерт, ребят? Ну, концерт мы начали готовить еще с августа месяца этого года. Открывался Союз музыкантов Республики Саха-Якутия вместе с Андреем Дедюкиным. Это у нас, получается, первый проект совместный вместе с этим союзом. Вот. И этот концерт мы вообще спонтанно придумали, на самом деле. Мы просто как бы дружим. Вот. И сидели у меня дома, пели песни, пили чай, так сказать. Вот. И решили попробовать сделать такой вот перформанс необычный. То есть немножко... Это акустический концерт, конечно, тут в городе таких концертов много, но он немножко по формату будет отличаться. В плане того, что здесь немного нюансы музыкальные, именно в музыкальном плане. Немножко отличие есть Вот от в других. чем будет отличие? Ну, во-первых, он весь построен больше на фортепианном таком, то есть как, ну, я как пианист, да, получается, да. И все песни, ну, так сказать, как бы Диму не обидеть, популярные, попса, да, можно так сказать, одним словом. Вот, и они все переаранжированы в более современный стиль, а некоторые в более старый стиль, чем популярная музыка. То есть стилистика, начиная от конца 19 века, вот, и заканчивая хип-хопом и так далее. То есть он охватывает большой очень такой исторический музыкальный пласт, можно так сказать, да. Вот. И, в общем, именно суть в том, что аранжировки были сделаны совершенно под другим углом, и песни Димы зазвучали по-новому, хоть они и новые песни, да. Певец молодой, вот. Ну, вот как-то так. А будете выступать только вы вдвоем или кто-то еще присоединится? Нет, к выступлению? там придут наши друзья, артисты. Саксофон будет. Дмитрий Павлов. Нет, не Дмитрий Павлов. Владислав Семенов будет, да. Уже поменялся у нас. И мы будем делать каверные номера совместные с артистами. Мы хотели сделать упор на авторскую музыку, но решили от каверов не отказываться, поэтому вот как-то так. У нас еще будет укулеле. Моисей Кобяков придет, известный композитор кино якутского. Вот. И, ну, еще кто там, твои друзья же еще. Snow Voice должны прийти. Ребята, Вот. которые выступали на площадке вместе с известными артистами, с Верой Брежневой, по-моему, они выступали. Катя Черкашина придет. Вот. Алексей Филиппов. И в основном мы сами будем. Да, А еще- где будет проходить концерт? Концерт будет проходить в Дикой утке, в старом городе. И вообще вот я об этом мечтал очень давно. Вот благодаря Андрею Дедюкину и вот другу Егору как-то вот спонтанно все получилось. Вообще этот концерт, это подготовка больше к большому концерту, вот как говорят вот менеджеры там, и так далее, маркетологи, да, то есть сначала делаешь что-то вот небольшое, а потом это просто умножаешь, увеличиваешь, переносишь это, допустим, вот мы сейчас на небольшой площадке, потом переносим на большую площадку, уже с большим количеством музыкантов.
Вот. Как-то так. Это подготовка к большому концерту, первому, Да. живому, наверное, скорее всего. Какие песни, Дима, ты исполнишь? На концерте будут исполнены мои новые песни, а также старые. И представлю мои первые некоторые авторские песни, которые вот несколько месяцев писал под гитару. Егор вот переаранжировал все. И, как сказать, на концерте будет мой новый образ, новый костюм. Кто сшил? Ателье Анелина. Вот. Витя Лифу помог. Студия, мультимедийная студия «Среда». Кинотеатр «Центральный». Вот. И хотелось бы сказать тем людям, которые вот все время с нами поработали, помогали, поддерживали. До тех пор пишут, что где концерт, вот как билеты. Билетов очень мало осталось. Вот. А сколько вообще зрителей ожидаете? Ожидаем Это уже на данный момент 125 человек, что ли, 124 человека. Ну, потому что она маленькая, в принципе, там много и не вместится. наверное. Да, но это уже много. Это очень много. Да, да. для этого заведения, получается. Сейчас мы думаем, как рассадить, но мы рассадим, конечно. Дима, над чем ты сейчас работаешь еще, кроме этого концерта? Какие-то творческие планы есть? Сейчас я закончил работать над своим новым 5-м клипом. Юбилейный клип. Вот. И сегодня будет презентовано. Еще хотелось бы как бы к большой сцене выйти. Но Ну, у вот нас как я и сказал, в планах есть, но когда, что, где, неизвестно. пока неизвестно. Над этим работаем. Дим, могу попросить небольшой куплет исполнить из какой-нибудь новой песни, чтобы заинтриговать зрителей акапельно? Конечно. Наверное, спою песню дяди Алексея Потапова. Она довольно-таки известная песня. Песня про сильного духом человека. На якутском переводится «Санам кюхе». Күн сарыдан ата ытыс бар түйәрин. Этим устунан сыластык кирбитин. Оға туктың уй сүрәхпин иререн. Сырдыгы сыжайда иңерде. Барытын кeyығым, барытын сатығым. Олоға чурдарын этеңе тұру. Доброе утро, мы продолжаем эфир нового дня на канале НВК Саха, и пришло время поговорить о погоде. Сегодня в центральных улусах утром 0 плюс 3, днем плюс 2 плюс 6. В Заречье минус 1 плюс 2 было утром, днем плюс 4 плюс 6. На юге республики минус 3 минус 2, днем плюс 2 плюс 3. В Вилюйских улусах от 0 до минус 8 было утром, днем плюс 7 плюс 8. В Нижнеленских улусах плюс 1 плюс 3, днем плюс 6 плюс 7. На западе республики минус 3 плюс 1, плюс 6 плюс 8 днем. В Колымо-Индигирских улусах плюс 5 плюс 8, днем плюс 7 плюс 11. В Янских улусах плюс 1 плюс 3 утром, днем плюс 3 плюс 9. На северо-западе минус 1 плюс 4 было утром, днем плюс 3 плюс 5. В Якутске в 6 утра температура воздуха плюс 2 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 5 плюс 7, временами небольшой дождь. Ну а сегодня в Якутске пошел первый снег.
Мы продолжаем нашу новую рубрику под названием «Реализация национальных проектов». И сегодня мы поговорим с гостями нашей студии, первым заместителем министра строительства Республики Галиной Геннадьевной Новиковой. Доброе утро. Да, поговорим доброе утро. о том, как участвует Министерство строительства в реализации национальных проектов. И первый же вопрос: какие объекты будут построены в ближайшее время и по каким направлениям? Ну, я начну, наверное, с самого начала, что в прошлом году, в мае месяце, был подписан указ президентом страны о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Были определены основные направления – это демография, образование, культура, здравоохранение. И республика принимает самое активное участие в реализации этих проектов. По национальному проекту образования у нас уже в этом году, до конца года, должны быть введены 2 школы. Одна из них уже в августе была введена, это в селе Бетюнцы Амгинского района, школа на 220 учащихся. И вторая школа, которая находится у нас в стадии строительства, это село Петровка Мигина Пенголасского. Вот то, что касается объектов образования. По национальному проекту демография. Здесь осуществляется строительство объектов дошкольного образования, это детские сады, в том числе ясельные группы. В общей сложности должно быть создано почти 1000 мест. Строительство осуществляется во многих районах нашей республики. Это Хангаласский район, это Татинский, Горный, Верхневилюйский. И те детские садики, которые строятся, они, с учетом транспортной схемы, мы знаем, что она у нас достаточно сложная, плюс короткий строительный период. Это в основном здания, которые применяются быстро возводимые конструкции. И в Покровске у нас и в Чурапчинске 2 детских садика, которые строятся в камне. Да, это... Потом по городу Якутску в основном это в строящихся объектах уже приобретаются. Это жилые дома, либо строящиеся со встроенными, пристроенными помещениями, или объекты, которые введены. Соответственно, все эти помещения, они должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к объектам дошкольного образования. По спорту тоже строятся 3 объекта. Строится в Жатае. Уже в самое ближайшее время должен быть введен спортивный зал. Разработчиками является наша местная компания. Далее строится у нас также в селе Антоновка и в Нижнем Бестяхе. По направлению культура строятся 2 объекта в Горном районе и в Усть-Алданском. Вот в целом то, что касается здравоохранения. По здравоохранению, здесь у нас крупные объекты, которые реализуются, это онкология и кардиология. Но я хотела бы еще дополнить то, что у нас, вот как мы говорим всегда, да, короткий очень период, поэтому здесь в этой части у нас за качеством, конечно, безусловно, управление государственного строительного надзора осуществляет контроль, специалисты службы государственного заказчика за соблюдением, контролируют за соблюдением сроков строительства и также качества. То есть по той разработанной проектно-сметной документации, которая была разработана, соответственно, мы в достаточно короткие сроки должны реализовать эти проекты. Но надо понять, что объекты, которые строятся по государственно-частному партнерству, они еще не входят в проект, и на самом деле количество возводимых объектов будет гораздо больше. Их гораздо больше, все верно, конечно. У нас еще есть объекты, которые строятся по государственному частному партнерству, но я хочу сказать то, что независимо от того, по какой программе строятся объекты, они должны быть качественными, безопасными, доступными, соответственно, соответствовать всем требованиям законодательства и должны быть построены в те сроки, которые определены. Вот часто, бывая на отчетах правительства, вы слышите от населения такие простые житейские просьбы, что там необходимо школу построить, там необходимо детский сад, какие-то и другие объекты социальной инфраструктуры. Каким образом быть в данном случае жителям, чтобы данный объект вошел в программу, возможно, какое-то надо провести общее собрание, оформить необходимые документы? Да, действительно, таких вопросов очень много. Какие объекты должны строиться на территории того или иного муниципального образования, определяется документами стратегического планирования. То есть у нас в каждом районе должны быть разработаны стратегии, должны быть разработаны градостроительные документы, которые относятся к документам стратегического планирования, и полномочиями по разработке этих документов является муниципальное образование.
Соответственно, обязательным условием, требованием федерального законодательства является это проведение публичных слушаний и обсуждений. Вот как раз на этой стадии граждане у нас должны принимать самое активное участие в обсуждении в этих документах, в которых как раз определяется, показывается, какие объекты там должны быть построены. Либо это школа, либо это детские сады, либо должны быть реконструированы те объекты, которые на сегодняшний день еще процент износа может быть недостаточно высок. И утверждение этих документов, оно осуществляется только по результатам обсуждений публичных слушаний. Далее, законодательство у нас меняется, да, предположим, был такой документ, как план реализации градостроительной документации. Сейчас этот документ немножко по-другому называется. Он называется комплексная программа развития социальной инфраструктуры по каждому району или по каждому населенному пункту, развитие улично-дорожной сети программы и коммунальной инфраструктуры. И дальше муниципальное образование уже отрабатывается отраслевыми министерствами, где есть определенные требования в зависимости от процента износа, в зависимости от потребности, потому что мы должны строить те объекты, если в них есть потребность. Уже отрабатывается очередность этих объектов. И анализируя ситуацию в том или ином районе, соответственно, уже отраслевое министерство готовит документы для рассмотрения на федеральном уровне. А вот сталкиваетесь ли с какими-то проблемами при реализации проектов, при строительстве, как решаете их? Ну, проблемы, наверное, я бы не сказала, что это такие сложные вопросы. Конечно, ситуации бывают самые разные, когда позднее заключение контрактов, опять же, учитывая нашу транспортную схему, когда не успевают завести вовремя строительные материалы. Здесь как раз я то, что сказала в начале, что в избежании такой ситуации здесь мы прорабатываем уже с самого начала, где и в каком районе это строится, каким образом будет осуществляться доставка груза, какие есть в наличии близ расположенной территории в том районе, в котором осуществляется строительство, там какие-то строительные ресурсы, что кто где производит и так далее. Спасибо большое, Галина Геннадьевна, что подошли к нам в студию. Хочу напомнить, что у нас в студии был первый заместитель министра строительства Республики Саха-Якутия Галина Геннадьевна Новикова. И говорили мы о реализации по национальному проекту в области строительства по направлениям демографии, образования, культуры и здравоохранения. Подробности вы можете узнать, если не успели посмотреть, на нашем канале в YouTube. Буквально на следующий день мы выкладываем полностью весь эфир, и можете посмотреть, если что-то пропустили интересное. Буквально через пару секунд мои коллеги продолжат программу «Санакюн». Пока-пока. Solta tinti dal